Рада приветствовать вас в последнем на этой неделе выпуске новостей индустрии. Deutsche Bank был оштрафован на сумму $2,5 миллиарда за манипуляции процентными ставками на рынке Форекс. CFTC оштрафовал на $800 миллионов. Это самая крупная в истории сумма штрафа. Комиссия действовала совместно с органами США, включая Департамент юстиции и Нью-Йоркский департамент финансовых услуг. Deutsche Bank обвиняется в постоянных ложных отчетах и попытках манипуляции. Временами эти попытки успешны. Deutsche Bank routinely engaged in acts of false reporting and attempted manipulation, and at times succeeded in manipulating the London Interbank offered rate for the US dollar. Лондонский межбанк предлагает ставку по доллару, йене, стерлингу и швейцарскому франку. Айта Гёльман, начальник отдела экзекуции CFTC, комментирует: меры против Deutsche Bank отображают непоколебимую приверженность CFTC защищать целостность мировых финансовых критериев от меркантильных трейдеров, которые хотят лишь фальсифицировать рыночные данные, чтобы получить преимущество над соперниками. Британский поставщик ликвидности и технологий CFH Clearing, часть CFH Group, огласил о пополнении своей команды по электронному Форексу. Садек Бакш присоединяется к лондонскому офису в качестве вице-президента по институциональным продажам. Бакш будет напрямую рапортовать Полу Джексону, главе отдела продаж. По поводу своей новой должности Садек Бакш говорит: «Я рад присоединиться к команде CFH Clearing. Я восхищаюсь этой компанией уже долгое время. У нее шикарная репутация на рынке и замечательная команда управления. Я с нетерпением жду момента, когда мне удастся сделать вклад в будущий рост компании». FX SpotStream огласила, что Credit Suisse AG теперь поставщик ликвидности для агрегационной услуги компании из своих офисов в Нью-Йорке, Лондоне и Токио. Credit Suisse – 10-й банк, доступный для клиентов, подключенных к услуге FX SpotStream. Алан Шварц, главный исполнительный директор, говорит: «С добавлением Credit Suisse мы на пороге удвоения мировых форекс-банков по услуге с момента нашего выхода на рынок. В этом году мы добавим еще больше провайдеров ликвидности. Такой темп увеличения поставщиков ликвидности каждый год – результат нашей неповторимой бизнес-модели». OpenFin, лидирующий поставщик HTML5 для финансовой индустрии, заработал $3 миллиона за счет дополнительных финансов. Это произошло при поддержке Bain Capital Ventures, Pivot Investment Partners и Nike Partners при участии еще 20 крупных учреждений финансовой индустрии. OpenFin также огласил о принятии в команду Джен Солета на пост главного операционного директора по европейскому региону, Стива Гринблата, вице-президента по продажам в Северной Америке, Пола Хамфри, Аарона Амиадвоника в качестве стратегических консультантов. Дорогие зрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь в Токоскопе ТВ. Хороших вам выходных!